Напомним, в Сыктывкаре во всех школах города приостановлен очный образовательный процесс. Карантин действует вплоть до конца месяца. Днем позже на дистант вывели и ухтинских школьников. А теперь на удаленку собираются отправить и учеников Троицко-Печорского района. В муниципалитете напряженная эпидобстановка. Новые технологии испытывают на прочность не только детей, но и их родителей. Как с таким форматом обучения справляются в столице Коми, расскажет Ксения Лосева. Всем доброе утро, ребята! Я рада вас всех видеть. Включаем камеры, настраиваем звук и начинаем наше занятие. Урок информатики в Сыктывкарском лицее народной дипломатии начинается строго по расписанию. Правда, в самом классе на этой неделе только учитель. Все ученики выходят на связь из дома. Ребята подключаются вовремя, активно отвечают на вопросы преподавателя и даже одеты так, словно сейчас сидят на самом привычном уроке в кабинете. Дистант здесь никого не застал врасплох. Схему в образовательном учреждении отработали еще в первую волну коронавируса. Мотивационное начало дня, чтобы день прошел хорошо. И потом уже идут уроки. Перемена между уроками, единый перерыв на обед у всех учителей, у детей. Ну и обязательно включена внеурочная деятельность. Уроки в режиме онлайн, когда непосредственно общение ученик перед компьютером, они чередуются с уроками самостоятельного обучения с помощью электронных средств, которые дети могут выполнить или в этот день, или после уроков. Какими бы ни были современные технологии, личное общение они, конечно, не заменят, признаются учителя. А потому здесь с нетерпением ждут возвращения ребят в стены родного лицея. Впрочем, такой положительный настрой царит отнюдь не во всех образовательных учреждениях. Некоторые дети, а вместе с ними и родители, оказались не готовы к полному переходу в онлайн. У кого-то нет постоянного доступа в интернет, а у кого-то и вовсе нет компьютера или ноутбука. Таких семей в 12-й школе, к примеру, оказалось 2. О своей проблеме они рассказали руководству учебного заведения. Там нашли возможность выдать на дом 2 ноутбука. Но одно дело иметь техническую возможность, другое – не иметь возможности воспользоваться программным обеспечением. Сейчас многие уроки проходят в Zoom, но подключиться к нему получается не у всех. На сегодняшний день Zoom, она наиболее эффективно позволяет именно проводить уроки непосредственно взаимодействия учитель-ученик. Мы очень надеемся, что на сегодняшний день на уровне Российской Федерации разрабатывается еще платформа «Сферум», и она планируется уже на следующий год введение к массовому введению в образовательных организациях как альтернатива Zoom. И мы очень надеемся, что те возможности, которые нам предоставит «Сферум», они во многом снимут те проблемы, которые есть в Zoom. Но сегодня мы используем те возможности, которые есть. В управлении образования Сыктывкара заверяют, 1 на 1 ребенка с проблемой не оставят. К каждому вопросу стараются подходить индивидуально. Особое внимание стараются уделять младшим классам. Удерживать внимание малышей долгое время через экран бывает непросто. Здесь у каждого учителя свои секреты. Если мы выходим конкретно в Zoom, мы стараемся с ними все-таки больше поговорить, чтобы и отдача, и дети чувствовали, что их слышат, и я чувствовала, что они со мной в работе, они понимают, они вникают в материал, они его усваивают. А уже письменные, скажем, эти задания, которые дети могут справиться самостоятельно, уже за этим общением остаются. Как долго в этот раз продлится дистант, никто не знает. Пока ковидная цифра предательски ползет вверх. При этом среди заболевших все больше детей. Получать знания нужно, но здоровье все же важнее, говорят педагоги. И подчеркивают, в таких непростых условиях ребятам очень важна поддержка родителей. Тогда и учеба онлайн будет приносить только положительный результат. Управление открыто для родителей. Если у них есть жалобы на отсутствие уроков по видеосвязи и чрезмерную самостоятельную нагрузку на детей, их готовы выслушать и решить вопросы. Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.